Всем привет, это канал Шфут, я его ведущий Азиз Нурузбакиев. Ребята, у нас в гостях, вы не поверите, блогерша, певица, всеми любимая, очаровательная Бахара Ансар. Всем привет, очень приятно. Очень рада находиться в этой студии, потому что как я только зашла в эту студию, меня прям сразу, я всегда смотрю на энергетику. Энергетика здесь бешеная, потому что Азиз у нас классный человек, очень позитивный. Вот прям вот с вами поздоровалась, вот чувствуется такая вот рука мужская, да? Вот. Наша звезда, будущая уйгурская, знаете, что у нас есть такие классные повара, будущий обладатель звезды Мишлен, так что... А мой язык, он пророческий такая, да? Вот как сказала, вот запомните, да? Так и будет. Очень приятно, Азиз. Здравствуйте, добро пожаловать на наше кулинарное шоу. Блин, очень рад, что вы пришли. На самом деле у нас такой график тяжелый, и вбиться в ваш график было вообще, вот реально было очень тяжело, но мы это сделали, и она у нас сегодня в гостях. Так, мы начинаем. Сегодня мы будем готовить с вами. Мы будем сегодня с вами готовить, кстати. У нас будет салатный соус. С тунца он будет. Вот. И горячее, конечно, у нас будет, получается, утиное филе. Шоколадно-томатном соусе и будет с яблоками. Супер. Яблоки будут такой с восточной ноткой. Ну, будем по ходу все говорить, давайте. И начинать. Ну все, Азиз, давайте, заведуйте. Давайте начинать. Подайте мне нож. Командуйте. Какого цвета вам нож подать? Белого? Какой угодно. Давайте. Давайте белого. Так, смотрите, я буду пока зачищать утку, а вы будете делать соус. Соус у нас состоит из моркови, ага. лука и зубчика чеснока. Окей, ага. Самое как раз, что я не люблю делать, это резать чеснок. Классное мне задание дали. Я вам покажу сейчас лайфхак, если вы хотите это, я вам сейчас... Лайфхак, это когда надавливаешь, да? Да. Я знаю, видите. Я тоже умею. Так, теперь скажите, пожалуйста, Азиз, как нарезать нужно морковь? Это мы будем делать соус, он будет прям томиться. Так что мы можем его нарезать прям хаотично вообще, ну, то есть как хотите. Соломкой тоже можно, да? В принципе, да? Да. Окей, все, я приступаю, да? Да. А я буду зачищать. Мы начинаем. Так, круто. Теперь хочу такой вопрос задать вам, Азиз. Скажите, пожалуйста, где вы обучались? Я обучался в колледже технологии бизнеса КТИБ на Ташкентской Дзержинской, бывший 18-й лицей. Круто. А вот, то есть, вот эти все рецепты вы придумываете сами? Ну, относительно нет. Это исходя из опыта, то есть мы можем где-то закомбинировать что-то, что-то свое добавить, конечно. Но все прям изначально нет, конечно, нет. Ну, круто, просто такой креативный рецепт, очень. Я люблю такие рецепты. Есть один такой ресторан по Ленина, я там всегда заказываю себе стейк с ягодами. И вот что-то такое аутентичное вот у нас с вами вроде сегодня получается. Да, сегодня будет. Мне нравятся такие классные. Прям... Вообще, я всегда говорю, что быть поваром – это тоже искусство. То есть не только вот все думают, что там творчество, певцы там или еще что-то. Но быть поваром – это тоже самое искусство, правильно же? Потому что вот музыка, она тоже создается, в принципе, как и здесь, из ингредиентов, да, можно сказать. Вот взяли какие-то там продукты, совместили, и получился вкусный такой, да, какой-то композиция вкусная имеется в виду. И в музыке, в принципе, то же самое. У нас то же самое. Вот мы берем, допустим, какой-то ритм, бит, и туда накладываем разные звуки, и тем самым получается тоже вот такая вот музыка. Песня рождается, можно сказать. Так что я считаю, что во всем есть творчество, да? Конечно, правильно? Конечно. То есть сейчас вот вы правильно это сказали, у многих ассоциаций. Смотрите, здесь нормально? Вот так вот. Можете чуть покрупнее, может. Покрупнее. Да. Вот так, да? Вот вообще то, что. Все окей. То есть все сейчас думают, что повар это значит там большие кастрюли, там, да. не знаю, щи, каши там. Да, как раньше, да? Да. Был Сейчас такой, это все прям новое. Это касаемо подачи, соусов, вот это все комбинируют, как вы сказали, да, это просто сейчас искусство. Ну, а я хочу порадоваться за наших ребят, то, что наши уйгуры выпускают такое классное шоу, действительно, что действительно у нас растет уровень, что у нас есть такая классная команда BSD, что есть такие классные у нас повара, что вы у нас будущая звезда, можно сказать. Возможно, если такой вопрос еще такой интересный, да, вот коммерческий задам, да, вот, я не знаю, это можно, нет, если что вырежете, да? Допустим, если вас захотят пригласить какие-то важные люди, да, допустим, сколько будет стоить ваше приготовление?
Ух ты. Ваши услуги, так скажем. Ну вот представляете, если вот вы станете популярным, да, вот на, можно сказать, YouTube, это же, можно сказать, это рейтинг на весь мир. Да, и если вас пригласит какой-нибудь депутат, к примеру такая, да? К примеру. На самом Сколько деле у будет нас стоить? с российскими шеф-поварами был такой проект по поводу шеф-повар на дому. То бишь мы идем домой, как бы устраиваем там банкеты, полностью обговариваем меню. Такой вопрос классный, да, задала? Подождите, я Нет. задаю вопросы, а Бахара, верните мое шоу. Нет, просто я считаю, Что что происходит? нужно, нет, это нормально, и нужно Да, мыслить, и я конечно. думаю, что обширно нужно мыслить, потому что раз мы делаем такие проекты, раз вы выпускаете, это же тоже немалый труд занимает, немало вложений, Конечно, энергии, конечно, да. Раз, и завтра ваш проект и залетит, и станет рейтинговым, и вы станете супер, так скажем, поваром, и какой-нибудь наш депутат, допустим, захочет сказать, ну, пригласить нашего Азиза, скажет, я хочу, чтобы он мне приготовил. Представляете, ну такое возможно? Это вообще И сколько это будет в формате стоить, проекта, я сейчас говорю такие слова, такая, да? Ну, всякое же может быть, я так считаю. Я человек позитивный, и я всегда мыслю обширно, вот. Потому что все может быть. Конечно, конечно. Завтра вы можете стать знаменитым. Мне говорить, за сколько меня можно купить? Да! То бишь я уже я уже звезда. Купить, наверное, это как-то будет так пафосно звучать. Просто не то, что купить, наверное, да, а пригласить вас именно, Пригласить чтобы вот меня, именно чтобы вы я был на этом своими мероприятии. талантливыми руками, своими вкусовыми качествами приготовили блюдо для Ой, да наших- что я здесь делаю? Все, я не буду, все, я не буду. Всё, да, такая. Я уже звезда. Что я здесь делаю? Нет. на самом- Мне понравилась энергетика Азиза, потому что он такой очень легкий. Есть, Спасибо. которые люди, допустим, просто готовят там, да, вот, и не разговаривают, да. А Азиз, он такой живой. Спасибо. Это у вас талант, можно сказать. Это и очень тоже- тяжело на самом деле. Я да, знаю, тут что еще это не- разговаривать, да. и плюс еще дополнительно Еще и что-то готовить, делать. Это прям... У меня мама тоже повар. А, Да, у меня мама всю жизнь готовит. Круто, Очень круто. вкусно, причем она у меня так быстро готовит. И я вот всегда восхищаюсь моей мамой. Она может пельмени налепить килограмм за то ли, 20 минут, что ли. Вот Да она, вы вот что? она как конвейер, она у меня такая шустрая, знаете, очень классный повар она у меня. Нифига себе. В этом плане, да. Но я не в нее, конечно, но готовлю тоже, как она. А, да? Ну, круто. Но я круто. считаю, что, мне кажется, все равно, как готовят мужчины, так женщины не смогут приготовить. Все-таки у мужчин какие-то другие руки, что ли, я не знаю. Нет, да? у мужчин психология другая. То есть Психология и да. Мы заходим на кухню, вообще в крайнем случае, когда мы сами кушать хотим. То есть мы всегда готовим для себя. Для себя, да. А с детства девушек приучают к тому, что они готовят для кого-то. Для Для всех. папы, для мамы. На количество. Замуж там выходят, для мужей. А мы заходим вот в крайний случай, когда вот все, там жена беременная рожает, она не может Да, там да, да. приготовить, там маме просить уже как бы это, ты женатый. То есть вот в такой момент, да? Такой Мы вопрос заходим здесь. прям в крайний случай. Не и говорите, готовим для извиняюсь, себя. прервала вас. Полукольцами, да, Да, нарезаем? да. Мгм. Вот так, да? Да. Что я хотел сказать, Бахара? Я вообще следил за вами, я смотрел все ваши сторисы, все ваши инстаграм и все ваше интервью, которое у вас было. Вау, которое как приятно. С Иммой, да? Были у вас С интервью Инной, потом? с Иммой, да. С Иммой. А потом еще на телевидении вас звали, я тоже это смотрел. Здорово, так приятно, когда за вами следят, да? Да, мне было, конечно же, интересно. Все это, блин, круто на самом деле. То, что Спасибо. вы рассказали, то, что вы там говорите, блин, на самом деле круто. Спасибо. И я, конечно же, присутствовал на одной свадьбе, где Вау. Бахара Ансар проводила салам. Это Да было вы так что? феерично, О! серьезно. Это было так классно. Вот я хотел более развернуто Да? поговорить насчет салам. То есть, блин, круто на самом деле. Спасибо. То, что вот девчонки заходят, танцуют, то, что вы поете, это, блин, это, Спасибо. это бомбически реально. Это. А на самом деле для меня вообще делать килин-салам это был огромный барьер, потому что в моей семье у меня все русскоязычные. Мама разговаривает на уйгурском, папа разговаривает, я всегда про это говорю в сторис, потому что многие возмущаются, там где-то у меня акцент есть. Ну, наверное, отголоски еще того, что у меня прабабушка была татарка, чистая. Да, и вот она у меня, кстати, я всем хвастаюсь, родила 19 детей, представляете? В свое время была очень такая уважаемая. У нас, по-моему, в сковородках начинается я кипать. убавляю, Ага. разговариваю. И вот, и когда я, помню, в 7 лет пошла в школу, мама с папой спорили. Папа хотел меня отдать в уйгурскую школу, а мама говорила в русскую. И вот так они спорили, уже 2 недели прошло, уже все учатся, я до сих пор сижу дома, представляете? Мои родители не могут определиться, в какую школу меня отдать. И все-таки папа потом говорит, ладно, твоя взяла, говорит, отдаем тебя в русскую школу.
И вот я училась читать 10 лет в уйгурской школе, плюс 10 лет я проработала в русском коллективе. У меня еще есть вторая профессия, я являюсь стилистом-визажистом. Вот, в салоне красоты я проработала около 10 лет, то есть, соответственно, там у нас весь коллектив, он был русский. И не с кем было практиковать уйгурский язык. Да. И для меня это был барьер. И уже как-то одна из клиенток, помню, с корпоратива, она меня попросила и сказала: Бахар, ну почему ты не делаешь келин салам? Я говорю, я не могу, говорю, я не разговариваю на уйгурском. Она говорит, ну ты же когда-то уже, тебе придется же когда-то научиться. И вот, и для меня это была огромная такая вот школа, барьер, потому что, ну, язык ломался, но я всегда такой человек, я иду туда, где сложно. Вот тогда и происходит рост. Я всегда так говорю. Я думаю, если сейчас я преодолею этот барьер, значит, у меня будет рост. И, соответственно, вот так и, в принципе, и получилось. Первый раз выступили, язык ломался, было очень тяжело, сложно для меня, я волновалась. Но потом один за другим выступления стали поступать. Блин, я присутствовал, это было Спасибо большое. Прилично. Но это, конечно, не предел. Будем дальше учить уйгурский язык. Вы, кстати, как разговариваете на уйгурском языке? Я учился в уйгурском классе. Круто. Я восхищаюсь, кто разговаривает на своем родном языке, потому что вот многие возмущаются мне, говорят, почему вы не разговариваете, позор. Ну, блин, я всегда говорю, ну почему вы такие критичные? Вот если вот я считаю, что почему наша молодежь не разговаривает на уйгурском, потому что, ну вот такие вот наши есть критики, которые вот привыкли там, я не знаю, да, вот тыкать и говорить, позор, ты не умеешь, да ты неправильно произносишь, ты неправильно говоришь. Я считаю, что так нельзя говорить, потому что ты таким образом отбиваешь вот это желание, да, у человека, стремление, чтобы разговаривать на своем родном языке. Я считаю, что таких нужно, наоборот, поддерживать. Вот кто начинает, их надо поддерживать, мотивировать. Вот так. Не говорите так, пожалуйста, дорогие. Не отбивайте желания у нашей молодежи. Конечно. Вот, конечно. я так считаю. А вы где обучались, Азиз? У нас, я вообще родом с Чапая, это бывший, как бы, Чапай, да, сейчас он Карагайлы называется. Я родом оттуда, и там у нас была, получается, школа, уйгурская, казахско-русская, то есть школа имени Рахима Сартемина, и в этой школе был класс уйгурский. И я с 1 по 9 учился в уйгурском классе. Круто, круто. А русский язык, вы как прям так хорошо на русском языке говорите? Русский язык для меня, знаете, как, ой. Так, Азиз, мы нарезаем полностью, да, весь чеснок? Вот, Нет, один зубчик хватит. один зубчик Да, хватит? да. Вот, все. Еще мельче сделать его? Можете, да? Можете, в принципе. Все, хорошо. Вот видите, как мужчины солят даже по-другому. Мы женщины, как-то по-другому, а вы прям как в этом, есть же повар? Мясо. Да. С энтузиазмом. Нам сегодня смешно с Азизом, было действительно весело. Ну я, кстати, что хочу сказать, что когда готовишь, что нужно брать с собой вообще на кухню? Как вы думаете, когда идешь готовить? Когда идешь готовить, что надо с собой Да, брать? что нужно с собой брать? Такая загадка вам, да? Хорошее настроение. Хорошее настроение, позитивное, Вот. да? Потому что когда ты в хорошем настроении готовишь, значит, так у тебя и получится еда. Конечно. Ну, даже есть же такая легенда с тестом, да, знаете? Да. Нет, не знаю, теперь вот я не знаю. С каким настроением ты его месишь, такое оно прям чувствует, оказывается, Ну да. тебя. Кстати, тесто я вот мешу всегда очень твердо. Говорят, что так определяется характер, да? Не знаю, правда, нет? Вот у меня мама, она мягко месит тесто, а я всегда твердо мешу. И она говорит, у тебя характер такой же, поэтому у тебя так твердо получается. Я говорю, блин, ну не получаю. Вот на лагман, кстати, я тоже люблю готовить. На лагман я всегда очень твердо замешиваю тесто. Всегда. И вот мама всегда меня просит, занеси, говорит, ты, у тебя получается тверже. Вообще это действительно оказывается от характера, потому что у нас, допустим, когда на работе мы выводим за калькуляцию все до граммажей, прям, чтобы люди, чтобы повара, которые пришли, они понимали. Ну вот человек тот же самый придет, вот то же самое сделает, но у него все равно по-другому. По-другому. Да. Да. Хотя состав жидкости, то есть все одинаково. Согласна. Но из-за того, что вместе не тот чувак, рука другая, энергетика другая. Да, энергетика я другая. тоже так считаю. Настрой другой даже бывает, тоже человек может. От энергетики много что зависит, я всегда так говорю. Смотрите, здесь я нарезала морковь. Что еще? Отлично. Командуйте. Сейчас мы начнем здесь. Начнем делать соус. О, жарить, да? Да. Окей. Классно готовить мужчины на кухне. Да. Девочки, мотивируйте своих мужей тоже готовить. Да. Классно занятие. Во-первых, кстати, что прикол, да? Мы же всегда пилим мужчин, они всегда от нас убегают, им некогда. А вот на кухне у вас будет время поговорить. Диалог. Такая, да, милый. Давай поговорим.
вот он вас будет слушать, пока готовить. Классное занятие. Кстати, на самом деле, вот даже дома Ага. кухня, она является таким психологической какой-то зоной, зоной откровения, можно Уединение, сказать, да? Потому Да, что да. муж, и жена, мать и дочь, там, что бы ни готовили, у них там раскрывается все, это Действительно. прям круто на самом деле. Выходим на Кухня диалог. это такой Ой, как вкусно пахнет. антистрессный уголок. Это точно, действительно. А вы знаете то, что то есть со стороны мужчин, со стороны кивов тоже делает сауна? Вы что, Да? слышали? Вот Да. это я не знала. не Нет, слышали? нет. То есть это не так феерично и не так прям громко, как у со стороны невесты? То есть это у нас такая традиция тоже у уйгуров Да, есть? да, Вау, да. какие классные инсайты. Притом, Ага. я с детства, когда вот прям помню, как делали салам. То есть, насколько я знаю, что надо было что-то воруют они. То есть, А, вот это мужчины я что-то заходят, слышала такое, мужчины да. заходят, Ага. делают салам, ну, то есть, и они, получается, что-то должны украсть парня. То есть, меня один раз позвал мой друг, а это был такой, оказывается, такой облегченный вариант, такой апгрейд. Просто родители как должны были посидеть и сказали, ну, друга своего, позови кого-нибудь, пускай такой РМ будет, что типа салам. А я на это так готовился. То есть я учил вот это все, то, что происходит, я это все учил. А у нас Прихожу. кто-нибудь делает такие вообще свадьбы? Проводят? Сейчас я вообще такой не слышал и не видел. Это классная идея. Может, мы сделаем такая, да? Килу салам. Килу салам. Килу Обращайтесь салам. бесплатно. Ну, моя карьера рухнула там уже, потому что когда меня туда позвали, сказали, что не буду делать вот этот салам. Я думаю, ладно. И сижу, думаю, мне надо что-то сделать, раз меня позвали. И я, получается, украл пару бокалов. То есть я их самой забрал. Хорошо, что я жениху Прикольно. отдал. То есть я другу Ага. своему отдал, мы уже все вернулись домой, я ему отдал, говорю, вот это такая традиция, он не понял, такой, ну ладно, ну, машину закинул. А потом через неделю он мне звонит и говорит, ну, типа, та сторона позвонила, и для них вот этот бокал, он оказывается дорог. Либо он сам дорогой бокал, то есть я не прощупал его. Знали, Я ему просто знали, что отдал. брать, воровать. Воровать так что-то ценное, да? Да-да-да. Правильно, да. И с тех пор он меня в гости не зовет. Гости не Моя зовет, карьера так там уже рухнула, то есть на салам меня никто не зовет. Прикольно, Но у нас всё, короче. есть такие тонкие нюансы по поводу психолога, когда он заходит в салам, он должен выйти, то есть не поворачиваться. И впредь со стороны невесты с кем-нибудь он будет здороваться, он обязательно должен 3 шага делать назад, не поворачиваться. Это получается как знак уважения или что-то. Офигеть. То есть он, если он поздоровался и развернулся, это какой-то дурной тон, оказывается. Здорово, это столько, Я прям оказывается, когда... нюансов, да? Да-да-да, я когда это Я даже услышал, не знала. прям, ну, круто. Ну, честно, я от вас первый раз это слышу, такой инсайт открылся, да? Классный. Здорово, будем знать. Так что, знаете, это тоже для всех. Делайте салам, килин салам, киол салам. Не Теперь эта забывайте. идея что-то новое сделает, да, действительно? Классно. Рано, тебя так и выдадим замуж. Да, сейчас, видите, вот это вот сделаем. Да, вот когда вы замуж выйдете, будем говорить киол салам. У нас не горит? Не горит? Нормально Нет, все? он томится. Ага. Он томится. Килгул салам, да, прикольно, кстати, очень здорово. Так вкусно пахнет, прям вообще, А вот да, у вас, офигенно. когда вы делаете килин салам, у вас вот это вот, так что хронология такая, как получается? То есть они, когда вы песни поете, говорите салам-салам, они наклоняются, да? Или как вообще это происходит? Почему так красиво? Красиво? Ну, спасибо. Ну, красиво, наверное, это я сама преподнесла так, скорее всего. Я всегда говорила, что если я буду делать саламы, то буду делать в европейском стиле, то есть будем сохранять наш колорит уйгурский, да. Текст, одеяние я сама придумывала. То есть я сотрудничаю с Никях Дрессинг Алматы. Это Арсида, которая в прошлом году выпустила свою коллекцию, прям официально. На нее были приглашены очень популярные блогеры, знаменитости. То есть это все она сама создавала в своей фантазии. Вот эти все платья, которые вот вы на мне видите, это все делает Тупя у вас, Арсида. да, еще такое Тупя, красивое, вот это да-да-да. все, да, тупя. Ну вот, и получается, вот эти все национальные красивые восточные костюмы. Забудь мой номер, забудь все наши Да. встречи, ты больше не ловер, и нам Ой, делить-то тебе нечем. Самолет меня везет туда, где нет тебя. Классно! Песня блин. пушка, просто пушка песня. Спасибо, супер! Скоро будет презентация, кстати, дату релиза скоро объявим. Так что слушайте. Первый Азиз кто снял? От него, а может быть это челлендж запустим, да, как Азиз поет, Да. потом мы, короче. Да, классно будет. Кстати, мы же придумали с моим продюсером, он говорит, если кто-то снимет трек на мою песню, если он залетит на 1 000 000, тогда либо я продаю путевку кому-нибудь за границу,
либо сделаем совместно какую-то песню. Я тоже видел этот сторис. Да. Так что это не просто, было это не пушка, да? просто вода. Так что имейте в виду, эта информация было очень пушка. хорошая. Я из-за этого и спел. Не, ну классно, да. Классно получилось, мне понравилось. Супер, так приятно. Когда твои песни поют, это вообще бальзам для ушей. Конечно, нет, это классная песня вообще. Мне кажется, она просто взорвет. Да? Прям, да, Аминь. на самом деле. Аминь, иншаллах. Будем надеяться. Она еще прям такая, ваш голос, он еще такой заразный, или как Да? это говорит правильно? Ну реально, Заразный. целый день я его прям в ушах крутишь, слушаешь. Так вообще, на самом деле, приятно. круто. Спасибо большое. Это все будет же, да, в программе, да, такая? Не вырезайте Мы такая, это да? фиксируем? Да, мы это все фиксируем. Классно, Итак, классно. начнем обжарку. Так, что делаем? Я закидываю лук, да? Все можно прям одновременно прям Лук. закинуть, потому что мы это будем делать Окей. соус однородной Ага. массы. Так, это все я пока убираю. Меня снимают, но я все равно это буду убирать. Так. Сначала лук обжарю, да? Да. А бывало ли, Бахара, у вас какой-нибудь такой случай казусный во время салама, что-нибудь такое? Ну, типа, Бывало. я ей говорю, там, она там на левое ухо глухая или Бывало что-нибудь. такое, что я слова забывала, я вам даже больше скажу. Да, и я не знала, как выворачиваться из этой ситуации. Ну, как-то выворачивалась, да, было такое. А вы как, ее щипали, чтобы она... Нет, там нет? дело не в невесте было, я забывала сам салам, какие слова там были, потому что там же такие же слова идут. И вообще, вот, который текст мне составила, это одна из моих подписчиц, она мне сказала: Бахара, если ты вот этот текст будешь приносить, так, какой ложкой можно мешать? Вот Какой эту? удобно. Можно, да? Удобно, ага. Если ты выучишь этот текст и будешь проводить килин саламы, то у тебя будет очень много, так скажем, клиентов. И, говорит, тебя будут все любить. И так и произошло, в принципе, спасибо моей клиентке, ее зовут Гульмира, по-моему. Вот, этот салам написала бабушка одна. То есть это чисто наш уйгурский килин салам. То есть у узбеков они поют на килин саламе, а у нас не поют. Да. У нас чисто говорят, да. Да. И там такие слова, прям очень такие, вот можно сказать, что там как молитва. Да, и когда да. в этот момент вот ты читаешь, у нас некоторые гости, если я возмущаюсь, значит, шумят там, ходят по залу, и поэтому я всегда говорю, это такая идет исповедь, в этот момент это священный момент, и в этот момент нужно всем молчать. Потому что, получается, там как молитва произносится. Я говорю, бабушка отвечает, и в конце мы делаем дуа. И вот так вот. И таким образом мы с такой молитвой, с классными намерениями отправляем девушку замуж. Вот. У моих всех невест уже и дети родились, уже там, скоро уже у детей буду. Еще такое бывает, знаете, уже у моих подруг пела на свадьбе, уже сейчас у их детей, получается, буду петь. Ух ты! Вот такое тоже есть у нас, да. Так что, однако, говорю, как я долго пою в этой жизни. Вот, весело. Так, теперь мы можем прям отправлять закидываемся сюда. сразу, да? Ага. Я прям так. По-свойски, по-домашнему, Да, короче. все по-свойски, все, конечно. Итог будет просто бомбический. А я уже прям чувствую запах здесь. Вот жалко, запах не передается. Вы не слышите этого запаха. Это просто пушка, да? Пушка. Так, мы что-то солим, перчим здесь. Здесь, да, солим, Ага. и солим, и перчим. Так, а где у нас соль? Солим, вот. Ага. Так. Ой, у вас прям здесь Да. всякие есть эти На всякий специи, случай да? жизни. специи. Да, Классно, да. прям все как есть. Ну, так, можно ложечку здесь у вас попросить? Конечно, маленькую? ложечку можно. Ага. Так, пока я перчик посолю. Прям щедро, да? Я люблю перец побольше Как делать, любите вообще? чтобы было Как, чтобы прям было вкусно. от души. Так. Я не как Азиз, Азиз прям вот руками красиво, я так ложечкой. Надеюсь, не пересолю. Надеюсь. Нет. А то я люблю пересаливать, кстати. Этот соус, мне кажется, тяжело пересолить. Да? Да. А, ну все, окей. Потому что мы еще сюда Сразу на добавим место положим. сахар. Сахар добавляем? Да. Ага. Сколько? Сахар. Ложечку? Мы сахар добавляем вообще для того, чтобы у нас не кислил томат. Мы сейчас будем томат добавляем. Но ага. у томата есть такое свойство. Ага. Круто. Чтобы Запоминайте. нейтрализовать кислоту томата, мы добавляем сахар. Запоминайте. Я немного добавила, нормально? Нет, отлично. Все. Так, и сюда же отправляем чеснок, да? Да, чеснок, все прям как, чтобы однородная масса. Вот, и томат. И все. И томат.
Так, не обращаем внимания на мои ногти, дорогие. Не думайте, что если у меня двухметровые ногти, я ничего не делаю. Вот, из-за этого я Да. хочу показать, что Бахар Ансар готовит вкусно. Вкусно. Из-за этого она сейчас такой соус нам делает. Мы просто будем Я кушать буду и очень плакать стараться, от да? счастья. Да, да, да. Так, сколько добавляем томата? Томата прям, Щедро? да, щедро. Прям вот щедро, Чтобы да? был такой соус, да. Ага. Еще? Да, еще. О, вкусно. Все. Вау. Смотрите, а здесь немало томата или Томата еще нет. добавить? Нет. Ложка такая у вас классная прям. Эластичная. Кстати, надо Белая. домой такую взять. Классная ложка, очень, Да, она очень удобная. классная. Прям такая. Даже ну. когда с посудой что-то будете вот прям жидкое какое-нибудь, Да, да. оно прям не оставляет ничего. Так, что теперь делаем? Вот. Помешали. теперь Вот мешаем, видите, как мешаем. она мешает классно, эта ложка? Смотрите, Не прямо все. оставляет ничего, да? Вообще офигенная ложка, надо домой такую приобрести. Я сразу такая на все Домой себе. сразу, да, домой. Ага, Так, заливаем водичку, водой. да? Да. Чтобы она у нас, Какой классный соус. теперь она у нас будет томиться. На сколько минут отправляем томиться? На глаз? Ну, наверное, на минут 30. Все, окей. Так. Закрываем крышку, да? Да. Сейчас мы это делаем так. Закрываем крышкой. Накрываем. Теперь что делаем? Теперь Давайте займемся я пока... салатом. Ага. Мне что-то опять нарезать, да? Нарезать? Вам, наверное, не нарезать. Вам, наверное, перебрать зелень. Давайте. Микс Сейчас салат. я... Ага. Окей. Сейчас сюда перебрать его. Я Это пока ж- займусь. Ага, это нужно вот это, да, Да-да-да. перебрать? То есть- От вот этих, да, отделить? Вот это все. Все, поняла. И чтобы Поняла. оно было такое. Окей. Убираем, да, стебелек вот этот? Да. Вот эти красные добавляем, Азиз? Да, все. Прям Все, окей. все, Листья что свежее, салата, там я все люблю добавляется. листья салата. Да? Классные, да. Такие вопросы мне классные задает Азиз. Да? Прям прокинь салам такая, как раз я, Я это просто как-то на автомате, если честно. ну да. Сейчас меня похвалили, я все опять забыл. Не надо меня хвалить, когда меня хвалят, я все. Нет, обычно, когда кого-то хвалишь, он наоборот, а у вас, Да? значит, по-другому, да? Да, у меня это от Это обратного знаете, работает. почему это от перфекционизма? А, у меня, значит, перфекционизм тоже Да, есть, да? да, от какой-то заложенный? перфекционизма. Перфекционисты, они такие люди, они вот всегда вот продумывают всю Раз меня похвалили, я должен сделать лучше, да? Да, еще лучше. И всё, и всё. Похвалили, значит, надо еще лучше сделать. Да, это перфекционизм чистый, короче. Значит, я тоже, я впервые это слышу. А я в работе сама очень тоже Вы же, вот, да? наверное, тоже перфекционист, я замечаю. Вот, допустим, Да? я сама в работе очень сильный перфекционист. Вот иногда от меня тоже страдают мои люди, потому что я до тошноты придираюсь до каждой мелочи. Ну, вот Рано знает, кстати, какой у меня характер, да. Но даже если я и мозг выношу всему коллективу своему, зато результаты приносят плоды. Так же ведь? Конечно. Вот, так что перфекционистов нужно любить, нужно к ним просто относиться с терпением, потому что есть некоторые, которые не могут их терпеть, начинают на них Это, наверное, раздражаться. перфекционизм, это, наверное, плохо для нас самих. Вот Да. вы правильно сказали, А для хорошо нас. для Для допустим, других. если мы на кого-то работаем, или там, Вот. мы сотрудники, для них это прям пушка, потому Вот что это пока вот- не сделав, мы ничего никогда не отстанем, не... Вот это вы четко сказали, мне понравилось. Для нас плохо, для нас Да. самих. Это, Потому это что у нас точно. у себя вот это вот... Да, самоедство. Как я сразу перфекционистом стал. На самом деле, я сегодня такое услышал о том, что я перфекционист, и я сразу таки устал. Ну, потому что как видно, Ирина Хакамадова уже как- сразу. Советы могу давать. Да, потому что видно же, как вы работаете. Я всегда говорю, да, я всегда людей не по словам, как бы, да, оцениваю, а по действиям. Вот. Потому что есть люди, которые вот громко говорят, там амбиции у них через край прут вот эти, а на деле никакие. Вот. И поэтому я всегда смотрю, вот это действительно ваше. Да? Вот готовить это ваше. Да. Спасибо. Я это Спасибо. поняла сегодня. Спасибо. Так что это ваша стезия, ваш конек. Пока вы готовите салаты, я займусь подгарнировкой. Будем готовить яблоки. Так, в принципе, я уже все сделала. Так, давайте в эту сторону уберем.
Кстати, пока вот сейчас готовила, наблюдала за Азизом, вы очень аккуратно работаете, я заметила. Да. Тут же взял за собой все, убрал, протер. У меня мама так работает, мама всегда говорит, хороший повар – это тот, который умеет тут же и приготовить, и тут же с собой убрать. Конечно, а то у нас как конечно. бывает, приготовит и все, капец, на кухне срач. Да-да-да. Вот. А вы очень аккуратно работаете, кстати, заметила. Вообще у нас как это часть профессии, потому что когда у нас обычно зашивоны, полная посадка, ты устаешь реально от того, что у тебя на столе бардак, ты вот это все лежит. Конечно. И ты устаешь от этого, а когда у тебя все чисто, все убрано, и ты просто Самому четко приятно работаешь, работать. Да, четко работаешь, отдаешь заказы, вообще круто. Так, смотрите, Азиз, я уже, в принципе, разобралась с зеленью. Все, Дальше что делаем? Дальше разрезаем черри, то есть полностью. Все. Ага. Пока сюда. Черри разрезаем. Пополам, да? Да. И перец Калифорния соломкой. Соломкой. Так. Кстати, Вы хотели мне какой-то мы вопрос задать? вернемся к тому, что я за вами слежу. Приятно, очень приятно. Исходя из этого всего, я хотел вам еще один вопрос задать. Как у вас там по поводу личной жизни? Вот это вопрос, блин, Я должен классный. смеяться, я не должен смеяться. Да нет, в принципе, это ничего такого здесь нет, не секрет. Я свою всю жизнь всегда показываю в Инстаграме. Я вообще настоящая. Вот как вы видите, в принципе, какой вы видите меня в Инстаграме, я, в принципе, и в жизни такая же. То есть на мне нет вот этой вот наигранности, я всегда за искренность. Вот, я, наверное, такой человек, скорее всего. Так, смотрите, здесь вот так прям вот пополам или Да, еще? да. Можете просто пополам. Все окей. Так, что вы хотели спросить? У вас недавно было... Я поняла, о чем вы хотите спросить. Да, он такой, это так, блин, мне нравится его тактичность, такой воспитанный. Давайте Он прям не начнем, да. напрямую, а вот так вот, знаете, вот. Начнем изначально то, что мы впервые друг друга видим на самом деле. Ну, у нас с первого же разговор удался прям супер. Такой теплый разговор. Мы уже начали наш разговор, так скажем, с пожеланиями. Да, сразу так, сконнектились, короче, да, И когда сразу. мы сейчас вот друг друга увидели, на самом деле сейчас Пахара не шутит, она действительно такой же человек, как в Инстаграме, такой же теплый, такой же прям, все у нас Спасибо. прям так получилось. И сейчас на Не мой вопрос... передавливаю своей энергией, такой вопрос. Не передавливаю вас своей энергией? Нет, я прям комфортно себя чувствую, всё. действительно. Я Самое прям... главное. Спасибо. Круто. Личная жизнь. На данный момент я сейчас одна. То есть я рассталась с молодым человеком, с которым встречалась 2,5 года. Все, в принципе, было серьезно. Вы, в принципе, все наблюдали в Инстаграме, я показывала всю свою жизнь. Очень сильно любила этого человека. Ну, так получилось, что у нас не сложилось. А то, что Reels так случилось, да, я поняла, о чем вы хотели спросить, да. Это, наверное, знаете, я хочу сказать, было сделано. Вот, кстати, это шоу сейчас мне даст объясниться, да. Это было сделано от большой любви. Думаю, наверное, поймут только те, кто сильно любит. Я так считаю. Конечно. Может быть, кто-то осудит, скажет, зачем ты это все сделала, там, на всеобщее обозрение. Может быть, и он на меня там обижен. Ну, я считаю, что как-то одному другу я рассказала, я говорю, вот так вот поступила. Как ты думаешь? Он говорит, значит, сильно любила, от большой любви сделала. Вот. И вот как-то так вот и получилось. Не хотелось, конечно, но я всегда говорю, не злите женщин. Хуже, говорит, разъяренной женщины может быть только атомная война. Согласны? Согласны? Вот. Но ничего против к этому человеку вообще я не имею. Этот человек сам по себе очень классный. От него я научилась очень многому. То есть я не из тех, чтобы там сидеть сейчас хаять свою вторую половину. Нет. Многие, наверное, не верят там в каких-то кармических партнеров. Этот человек был дан мне для того, я уже для себя сейчас уже подуспокоилась, уже прошло достаточно времени, и я пришла к выводу, что этот человек мне был дан для опыта и для какого-то урока в жизни. Вот. И он мне этот урок преподал, и я этот урок с гордостью достойно вынесла. И дальше, если вдруг мы встретимся, я буду с этим человеком все равно общаться. Ну, если он, конечно, будет не против. Вот. Я человек отходчивый, прощаю. Я считаю, что мы должны прощать, потому что кто мы такие, если сам Аллах прощает, кто мы такие, чтобы не прощать. Я так считаю, что
все, что не случается, и все, что случается, это все к лучшему. Конечно. Вот. Я этому человеку благодарна, На честно. самом деле, когда на тот момент, когда я смотрел это все, я, честно, даже переживал, думаю, как так? И я тоже понимал, что самые больные, как бы задевает этот человек, которого вы сами близко подпускаете, то есть Да, тот человек, да, которого вы любите. да. А сейчас то, что вы говорите, это прям, круто. То есть, Нет, честно, не бывает плохих людей, да, бывают наверное, ситуации. я некрасиво сделала то, что я это все выставила на всеобщее обозрение. На тот момент просто мы с ним никак не коммуницировали, мы с ним не общались, и я осталась без ответа, и нужно было, наверное, прийти и что-то мне объяснить, как-то там успокоить меня, а этого не произошло. И, соответственно, когда женщина не получает какого-то ответа от второй половины, она начинает закипать. И в такой момент я всегда говорю мужчинам, когда ваша женщина в ярости или там в истерике, просто подойдите и обнимите ее. Вот просто обнимите ее, поцелуйте и ничего не говорите. И вот мы успокоимся. Это вот так же, как и с мужчинами, да, вот всегда говорят, не надо конфликтовать, не надо его пилить, просто обними, поцелуй или просто оставь его. Да, вот я да. одну книгу читаю, женщины с Марса, женщины с Венеры, вернее, мужчины с Марса. По-моему, да, если я правильно сказала. И там в этой книге прям вот описывается четко, что когда мужчина находится вне настроения, там, у вас же бывают какие-то такие моменты, когда вы не хотите ни с кем общаться. Да? В такие моменты мы что, женщины? Мы женщины, мы стараемся все улучшить, да, эту ситуацию. Мы стараемся вот к вам залезть в душу, там, ну скажи, ну что там, ну давай вместе как-то решим, да. А оказывается, в этот момент мужчин нельзя трогать, то есть их нужно просто оставить. Вот как в древние времена, оказывается, мужчины уходили в пещеру на несколько там дней, на недели, и вот они там вот бывали, вот они пребывали в этой пещере по неделю, по две, и только тогда уже, когда в себя приходили, они выходили и готовы были, открыты были к разговору. Вот. И оказывается, мужчинам тоже нужно давать время, чтобы они успокоились, и не нужно их трогать ни с какими советами своими, ни с какой заботой не нужно к ним лезть, просто нужно оставлять. Вот. И в этот момент, естественно, я не получила ответа, и вот это все я и натворила, да. Да, конечно, где-то я сейчас, может быть, и жалею, что я это сделала. Но я опять же хочу подчеркнуть и дать совет всем мужчинам. Если такая ситуация происходит, всегда можно договориться. Конечно, лучше решить это. Всегда можно все решить. И я сказала, что если бы он пришел, наверное, и со мной поговорил, и, возможно, не было бы всего вот этого каламбура. Вот. А так, этот человек очень классный, я хочу сказать. Он очень гениальный, он очень идейный. Реклама пошла, да? Вот. От этого человека я очень многому научилась. Этот человек пришел для того, чтобы меня смягчить, наверное, и чтобы я стала более разумной и мудрее, скорее всего. Но я была мудрее, но я сейчас стала еще мягче. То есть я поняла, что я была такая прямая, я рациональная, я всегда мужчинам все вот в лоб говорила. А оказывается, так тоже нельзя. То есть этот человек меня научил тому, чтобы я научилась быть нежнее. Вот, для этого. А я должна была его научить духовности. Ну, наверное, я так думаю, может быть, духовно я на него повлияла. Это, наверное, покажет время, скорее всего. Конечно. Вот. А так этот человек, хочу сказать, очень классный, гениальный. Вот. Он очень креативный, умный. Я люблю всегда за мозги мужчин. Вот. Я считаю, что не нужно гнаться никогда за какой-то красивой обложкой, там, за красивым лицом, а нужно смотреть на поступки. Да, эти поступки были с его стороны. Было много что хорошего. Ну, так случается. Я всегда говорю, что в жизни все бывает. Как моя мама говорит, в жизни все бывает, серый волк рыдает. Так что, ну, случилось, сделали выводы, идем дальше. Конечно, все верно. А так, если вдруг он, конечно, появится в моей жизни, я всегда открыта, я всегда готова к общению. То есть вот так. Как-то так рассказала, да, про свою личную жизнь. Очень мудро про бывших, говорить про бывших так. Это прям... Ну, честно, да, никаких претензий не имею, да, на тот момент я очень остро реагировала на это, потому что меня можно было понять. Да, сейчас все окей, короче, все прошло. Я говорю, самый лучший друг человека – это время, конечно, дорогие конечно, мои. Все проходит, и обиды проходят, и все, в принципе, нормализовывается. Все верно, все верно. Мы сейчас что делаем? Вау, какой соус у нас классный получился. Погружаем. Выкладываем соус, да? Сейчас он будет еще здесь Запах томиться чуть-чуть. просто. Любите искренне. Вы когда-нибудь любили вообще здесь такой вопрос к вам, да? Классный вопрос, да, задала? Капец такой классный вопрос. Ага.
мне уже сейчас начинать плакать или, ну... Не надо плакать. да? Просто вот любили когда-нибудь вот искренне? На самом деле, я, наверное, не могу сказать, что я любил, но на тот момент, когда я посмотрел ваше вот это вот все, я понял, то, что этот человек вас сильно задел. Сильно. А поскольку я это все понял, наверное, у меня тоже были такие чувства, когда вас это человек триггернуло, может да? легко задеть тебя, Да. потому что ты его слишком близко подпустил к себе. Я считаю, что да. Это Еще есть плюс, любовь, да? вы верите в безусловную любовь? Допустим, у меня вот она случилась. Допустим, я раньше не верила, что бывает безусловная любовь. Вот. Безусловная любовь – это когда ты человека принимаешь со всеми его минусами. То есть вот это настоящая любовь, я хочу сказать. То есть там же разные стадии любви бывают. Да. А у меня, видимо, случилась такая настоящая искренняя любовь, которая безусловная. То есть вот вы человека знаете, что он с минусами, там, с какими-то своими, там, я не знаю, да, вот, бзыками или еще что-то, да, и ты все равно этого человека продолжаешь любить. Вот. Это случилась такая безусловная любовь у меня, и, возможно, из-за этого я так себя и повела. А это очень крайне редко, кстати, бывает, Да, безусловная это, любовь. крайне Да. редко. Во-вторых, это, наверное, ну, то есть, как-то с мудростью вместе приходит, наверное, это все, да, или нет? Ну, потому что... наверное, я не знаю, просто у меня это случилось впервые в жизни, и я никогда не думала, что, оказывается, вот настоящая любовь, она вот такая вот, она безусловная. То есть ты вот принимаешь человека со всеми его минусами, со всеми его косяками, со всеми его, я не знаю, бзыками, и ты знаешь, что он такой. У нас как молодежь, они же нетерпеливые у нас, как бы, там, допустим, вот в браке, да, вот там, мне не нравится в нем то-то, мне не нравится это, все, разводимся, да, вот так вот. А у меня она случилась такая безусловная, когда ты вот любишь вопреки человека. Не за что-то, а вопреки всему. Просто, вот бываешь, вот ни за что, просто любишь этого человека и все. И вот так случилось, короче. У меня, наверное, К сожалению. У меня, наверное, такого не было. Это редко бывает, Да. поэтому если вы так любите, если вас так любят, я хочу сказать мужчинам, женщинам, любите таких людей, цените таких людей, я хочу сказать. Потому что такими людьми разбрасываться нельзя. Которые вас так любят, да? Да. Потому что, Вас так ну, сейчас просто такое время, я хочу сказать, раз такую тему мы затронули, искренность сейчас у нас вообще очень перестала быть ценной, Да-да-да. к сожалению. Да. Да, и Абсолютно. поэтому, если у вас есть такие люди, которые вас действительно любят, искренне относятся к вам хорошо, то таких людей нужно ценить. Я считаю так. Пушка вообще. Сегодняшний вообще номер наш такой полезный, такой динамичный, такой яркий и реально бомбический. Да, Касаемо тема, всего. конечно, вы затронули эту тему. Спасибо вам за этот вопрос, конечно. Я сама не ожидала, что здесь я прям так раскроюсь. Ну, я всегда говорю, вот у меня есть подруга тоже и пара. Мы с ней всегда говорим, не стыдно любить. Не надо стесняться говорить о своих чувствах. Не надо стесняться признаваться в любви. Но если ты любишь, ну говори об этом, кричи об этом. Зачем скрывать, правильно? Не надо показывать свой характер, там, гордыню. Я считаю, что если ты сильно любишь, то где-то свою гордыню нужно убирать. То есть в любви нет места гордыни. В любви нет места вот этим всем обидам. То есть здесь нужно договариваться. Конечно. Вот. конечно. Короны свои, как говорится, снимать. Вот. Также и в браке все, кто живет, девочки, будьте терпеливее. Конечно, если там бывает уже рукоприкладство, да, вот это я считаю, что вот это не стоит терпеть. Конечно. Да, здесь уже нужно, конечно, ставить точку. Ну, если у вас все нормально, если ваш муж любит, ну да, где-то он ворчит, ну да, где-то он там себя неправильно ведет, ну можно потерпеть, можно где-то какие-то нюансы поправить, я так считаю. Вот. Азиз такой задумался, что так философия у нас пошла, да, углубленная. Я уже думал, блин, Я вас не загрузила, надеюсь? сейчас же позвони бывшей. Позвоню бывшей и прощу, да, скажите, да? За какие косяки, да? Да. Так что любовь это такая, знаете, это целая наука, и про нее можно говорить бесконечно. Я так Конечно, считаю. это... Она еще и разная. Она как разная, вы сейчас да. сказали, да. Да, она разная. очень разная. Конечно. Так что многие подписчики отнеслись, конечно, да, ко мне, отозвалось очень много людей, потому что после этого случая моего мне написало около 200 женщин. И я поняла, что, оказывается, я не одна такая, то есть это такая тема глобальная, то есть сейчас, оказывается, у многих, у каждого второго такая проблема. Кто вот расстается, там, у кого ссоры, там, какие-то недопонимания. И я поняла, что эта тема отозвалась, откликнулась многим.
И я, в принципе, могла ее продолжить, но у меня на тот момент уже не хватило ресурсов, потому что многие девушки мне писали, я вот рассталась с парнем, Бахара, как вы вообще вышли из этого состояния? Я вот до сих пор вот уже полгода не могу выйти из этого состояния, помогите, то есть уже люди просят помощи, помогите. А я на тот момент была не в ресурсе, просто вот я сама была в таком состоянии, когда мне нужно было просто отлежаться и отойти, вот в себя прийти. Возможно, если бы я эту тему продолжила, я бы, наверное, целый там, я не знаю, коллектив собрала бы таких девочек, единомышленниц, да, вот. И как-то так, целая партия, да, и поэтому так случилось, что я была не в ресурсе на тот момент. И вот, что случилось, то случилось. А этот парень, я хочу сказать, несмотря на то, что я это сделала, он хороший человек. Он очень хороший человек, да. Так что вот так. Не судите строго. Да, говорить о бывшем так, это Да. вообще на самом деле круто. Нет, ну на самом деле я очень ему многим благодарна, потому что мы с ним очень многое что прошли за 2,5 года. Он меня многому научил. Я считаю, что каждый человек в нашей жизни – это учитель. Да. Вот. Он зачем тогда приходит, Да, да? зачем-то приходит, значит, он чему-то пришел меня научить. Я его, а он меня. Вот, как-то так. И нужно всегда говорить каждому партнеру, с которым у вас не получилось, с которым вы разошлись, всегда говорите спасибо ему. Потому что это был такой отведенный для вас этап свыше, который вы должны были пройти. И главное, правильно, как сказать, все это воспринять для себя, понять, сделать выводы и не быть черствым, как говорится, не зачерстветь, а наоборот, как бы пойти в лучшее, да? Ну, значит, так случилось, сделали выводы, идем дальше, все. Но Это этим фигня, людям да? всегда быть благодарным, да. Азиза, скажите, пожалуйста, что вы будете с яблоками делать? Вот мне интересно. Сейчас мы будем яблоки глазировать. Это Вау! будет вообще Вот это я бомбически, на люблю, самом деле. кстати, да. Сейчас я возьму Сахар, сахар. да? Это будет такая восточная нотка, потому что там будет и Круто. сахар. А кто, кстати, смотрит, девчонки, записывайте рецепт, потому что рецепт реально офигенный. Я вот себе приготовлю обязательно это блюдо потом И дома. зира. Вау, это зира? Да. Это будет Сахар просто- с зирой. Да, Классное это будет сочетание. пушка просто. Зира, она сама же по себе такая насыщенная, да. Круто. Сейчас мы это все возьмем. Вот, кстати, кто дома сидят, вот хозяйки, да, не знаешь же, что готовить дома, да чем бы удивить. Вот вам, блин, вы классное шоу открыли, я вам скажу, блин. Да, на самом деле мы из-за этого и сделали, чтобы все было такое, У вас сейчас очень домашнее, много домохозяек появится. Ваши которые зрители смотрят, да? будут вас прям, вот, я не знаю, с нетерпением ждать, наверное, каждый выпуск. Что же сегодня, да? Что же сегодня? Да. На самом деле, вот домохозяйки, они, мне кажется, даже лучше, чем повара. Да? Некоторые повара, да, скажем так. Потому что есть такие заведения, которые на протяжении 5 лет, 7 лет, то есть не меняют свое меню, и повара приходят, готовят одно и то же. Да. То, Просто что одно и то по же системе, готовят, да, готовят, да. По системе. У них даже там для персонала, став уже одинаково все наработано. Да. Домохозяйки, они смотрят YouTube, у Не, них ну каждый день реально. новое, мужья приносят все продукты, и они прям, у них Что-то там новое. фантазия, Да. То есть у меня даже некоторые есть невестки, которым приходишь в гости, и прям, вау, прям такое делают. и Вкусно думаешь, готовят, да? Да. Ну реально, когда дома сидишь, действительно, каждый день, что вот проблема у домохозяек? Да, Что что же приготовить? Это у всех банальная тема, да. Поэтому классно, когда есть такие кулинарные шоу. Я думаю, что у вас должен быть высокий рейтинг. Девчонки, подписывайтесь, смотрите. Осталось, смотрите. Здорово, это вы, получается, их, обваливаете в сахар, да? Можете переворачивать их. Да? Переворачивайте, Бахар. Я уже переворачиваю. Запах просто обалдеть какой А стоит. вкус вообще пушка. Я прям уже представляю. Прям можно ужин, да, вот своей второй половине приготовить. И будет Удивить. Ой, вот эта карамель, прям, вы знаете, вот сочетание зиры. Кстати, я никогда не думала, что зиру можно совместить с сахаром. Это можно сделать и под гарнировку такую, можно салат тоже Запах сделать. просто обалденный, я вам Просто скажу. будет. Сейчас вы сами еще попробуйте. Классно. Мне кажется, с уткой она прям сочетаться будет очень хорошо. Сутка еще, да. Я прям вот так вот. Опа, она брызгает жестко. Да, классно. Ага, все. Значит, живая. Если брызгает, значит, Да. живая. Классно. Перекладывайте вот сюда. Карамели, это все сюда, да, накладываем да, обратно? да. Все? Да. Круто. Мы будем сейчас его использовать как под гарнировку к утке. Так. Чтобы вы понимали, смотрите, какая карамель образовалась. И запах просто обалденный, я вам скажу. Запах зиры и сахара. Какой классный запах. Очень вкусно.
Так, давайте я протру здесь. Я стараюсь соответствовать повару, почистить ему здесь, чтобы все чисто было. Так что вот. Теперь что мы делаем? Так, теперь я... Вау, у нас же еще, кстати, Да, тунец обваляю в кунжуте, и его просто прогрею здесь, на сковородке. А потом вы просто вот это все сатанете. Туда. Да, Ага. и будет Все, пушка. окей. Так, у нас еще здесь тунец, оказывается. Смотрите, вот какой классный, свежий. Ну, блин, Будет сегодня прям настоящий несваз. королевский ужин. Я теперь прям с нетерпением хочу это попробовать. Всё. Здесь у нас салат. Будет просто пушка. Мы его нарезали. Да, это пушка. Здесь у нас перец, яблоки. Я люблю плов, кстати, с зирой. Прям обожаю. Зирой? Да, она прям такой запах. Это у нас кунжут, да? Да, это у нас кунжут. Вау. Сейчас мы его попробуем сделать так. Тунец обволакиваете Тунец, в кунжут, да? Кунжуте, да? Круто. А вы до этого его замариновали уже или нет? Нет, он просто тунец, без ничего. Потому что он будет уже в салате, а в салате уже все добавки будут, он будет как дополнительный. И мы его сейчас вот так. То есть вы его без масла жарите, Без да? ничего, да. Круто. Без масла, девочки. И мы его просто там обваляем. Дадим такой чуть-чуть цвет. Он Вам, будет наверное, слегка- видно, да, как красиво? Шикарно. Шикарный рецепт. Как называется это блюдо? Да. Салат называется нисуаз. А, это салат. Да-да-да. Ага. Итак, это у нас блюдо, получается, нисуаз называется. салат Это чье происхождение? Вообще, чья это кухня? Это получается французская кухня из происхождения, кажется, города Ницце, да? Теперь я поняла, почему такая красота. Французы же, они же такие утонченные, они любят такое все Они вкусное. прям, у них кухня. Блин, кстати. сохраняйте рецепт, девчонки. Нисуаз, салат нисуаз называется. Нисуаз, да? Да-да-да, нисуаз. Все, у нас тунец готов. Круто. Так, Бахара, вы наливаете масло и вот это слегка просто Обжариваем, да? и, Ага, а можно масло? Вот это, да? Да-да-да. Ага, все. Чуть-чуть, да, наливаем? А, Да-да-да, здесь водичка, чуть-чуть. сейчас, подождите. Сейчас водичка Сейчас он будет чуть подсохнет. брызгать будет. Чуть-чуть, да, масло? Да-да-да, чуть-чуть. Ага. Сковородка с тефлоновым покрытием, так что я не думаю, что будет. Ага, сейчас мы вот так вот сделаем. Сейчас пусть немножко накалится. Просто слегка его обжарьте, чтобы Вот он это был- все, что здесь, все туда, да? Да-да-да. Ага. да-да-да. Итак, девчонки, смотрите, болгарский перец нужно обжарить, как сказал Азиз, в масле в небольшом количестве. Кстати, это у нас по-игурски называется джандо, а по-русски как она называется? Стручковая фасоль. Стручковая фасоль, да. Вот, сочетание здесь получается фасоль стручковая и болгарский перец. Ну, разницы нет какой, красный можно, да, использовать? Да-да-да, я либо там. просто для цвета Да, делаю да, да. красный. Слегка обжариваем. Ничего не добавляем, Азиз, сюда? Нет, Соль, нет. перец. Ой, как классно. О, пушка. Блин, я в вашу ложку влюбилась, мне надо такую ложку думаю купить. Ложка офигенная. Классная, видите, как она вот прям вот обхватывает, смотрите, вот прям вот. Ничего не оставляет, Да. да? Классно. Хозяйка поймет, да? Да-да-да. Кто работает дома, да. Все, супер. Она такая гелевая. Все супер. Все в Убираем. чашку общую, да-да-да. в общую Сюда. чашку. Да-да-да. Так, сейчас можно я водичку вылью? Я прям вот... Ой, запах такой от перца прям офигенный идет. Сейчас он будет еще, когда будете кушать, он будет подкручивать, вообще будет Вот видите, какая ложка классная? Смотрите, как она захватывает. Вот раз, хоп, универсальный. и взял ее, да. Обалдеть. Вообще я сама по еде очень плохо ем, кстати, по аппетиту у меня очень всегда плохой аппетит. Да, я очень плохо ем. Сегодня мы вас будем держать. Но сегодня все не прям вы съели. мне разогнали аппетит, да. У меня всегда с аппетитом проблема, блин, с детства. Так, что мы теперь делаем, Азиз? Так, делаем соус для салата нисуаз, то есть его можно назвать Еще соусом, один можно соус, назвать- да? Да, можно назвать соусом, можно назвать дрессингом. Ну вы прям сегодня это такое прям классное блюдо, блин, Да? готовите, прям классно. Сейчас на вкус это будет просто пушка. Супер. Лайфхак, да, как резать чеснок? Да, он так более ароматный получается, потому что вот эти вот все его лимфоузлы разбиваются, и там вот весь аромат, он получается вот в этих тонких, мелких трубочках, да? То есть он сам уже насыщенный, тут и так уже, вот смотрите, вот есть яблоки, да, в сахаре, в зире, перец, такое сочетание, еще какой-то соус, вообще Сейчас классно. будет сам туно соус. Так, возьмем тунец.
тунец. А, вот у нас еще здесь тунец есть, кстати, да? Круто. Из него мы сейчас будем делать сам соус. Этот консервированный, он Да. идет на заправку. А тот, он идет, получается, в сам состав как ингредиент. Вот этот у нас идет для вкуса, да, получается? Да, Ага, для самого консервированный дрессинга. тунец. Солим, перчим. Солим, перчим. Так, можно мне соль, пожалуйста? Конечно. Солим на глаз, да? Можно чуть-чуть пообильнее, потому что мы это делаем дрессинг. Окей. Мы практически ничего там не солили, да, получается? Да. И Ну чтобы- все хватает. Мне кажется, что-то щедро прям. Я всегда пересаливаю, меня мама всегда ругает. Говорит, ты Классно, пересаливаешь. все надо делать от души. Есть такая примета? Влюбилась, что ли, да, как раньше говорили? Так, ложечку можно где-нибудь? А, Конечно. всё. Мгм, вот сейчас нашла. У нас здесь такая классная атмосфера, вы даже не представляете просто. Так, солим сколько? Щедро или так? Щедро, да. Щедро? Щедро. Вот так Да, да. хватает. Ага. У нас, по-моему, классный тандем получается с Азизом. Да, Может, вам- мне с Азизом теперь Может, мы совместно будем вести постоянно? программу, нет? О, это что такое, Это оливковое? оливковое масло, да. Ага. О, вы Сейчас прямо мы его здесь щедро это всё- наливаете, да? Да, потому Примерно что- сколько ложек нужно сюда? Ну, грамм, наверное, 50-80. То есть вот этот консервированный тунец с чесноком мы наливаем где-то 50 грамм оливкового масла, добавляем щедро соль и также перец черный. Вот так. И все, да, однородной массы. А, это все нужно будет как в блендере, да? Да. Ага, сейчас, секундочку. Ага, окей. Никогда вот этой не пользовалась, ее надо да? вот так, да, включать? Да, Ага. ну, может, это как колено? Хотя у меня мама дома постоянно чечевичный суп готовит дочке. Ага. Такой кремообразный должен стать. А, он как крем Такой, да, получается. да, такой вот крем Давайте я получается. попробую, да? Я никогда не пробовала, но сейчас придется пробовать. Будет пушка вообще. Неплохо показывай, получается. Вот. Вот такой кремообразный соус у нас. Угу. Мне кажется, все. Да? Да. Как, получился как паштет? Да, сейчас. Да, он прям как паштет. Все, примерно поняла, что получится. Круто. Все. Итак. Его нужно прям вот такой вот соус получился у нас, смотрите. Кремообразный прям. Так, надо его вот этот вот. Давайте я насадку возьму, Ага, заберу. насадочку. Вот, у вас, в принципе, салат Все. весь готов. Ну все, круто. Ой, сколько ингредиентов классных у нас здесь получилось. Салат, перец, еще тут у нас еще, ой, вообще классно. Вот этот прям вот запах отсюда прям такой слышится, Его тоже надо обалденный. пропустить через блендер. Через блендер? Да-да-да. Ага, Да, это вот прям однородная на масса. сковороде как есть, да? Да, давайте я вам так вот сделаю. Я прям его сюда. Ага. С него делаем Всё, однородную круто. массу, а Прям потом вот в добавляем горячем сироп. виде ничего, да? Да. Так, сейчас, секундочку. Берем вот эту сюда. Ой, фартук мой замарается. Мне вкус нравится. Ничего, да? Конечно. Брызгает немного, да? Ну, ничего. Классно. Что у нас получается? Получается кремообразный соус. Соус прям вообще запах. Ну, придется девочке постелить, наверное, клееночку, что ли, потому что брызгает немножко, да. Ну, если у вас классно. есть не покружной, а такой блендер, то можно на нем. Да. Так прикольно. Прям вот так его обильно. Ну как вам, Азиз? Я как помощник сойдет или не Вообще, пойдет? Я просто счастлив с вами, честно. Напросилась на комплименты, да? На кухне прям счастлив. Я тоже счастлива с На самом вашей деле это очень, энергетикой. вы правильно так спросили, потому что это очень много зависит от человека. Вообще легко ли с ним вообще на кухне, по жизни, вообще разговоре, вообще все Да.
как гость даже. Спасибо. Я тоже Это очень прям, я говорю, я как только зашла сюда, так сразу мы с Азизом подружились, как будто мы с ним 100 лет друг друга знаем, что-то Да, так да, на да. позитиве, прям настроение. Серьезно. И тоже, кстати, ребята, готовьте с хорошим настроением, с позитивом. Если нет настроения, не готовьте, идите лучше закажите еду, да. Зачем настроение себе, я имею в виду, этим И настроением? продукты переводить, и Конечно, это же настроение все портить. влияет потом на настроение, и потом блюдо такое же получится, негативное. Все, я справилась со своей работой. Круто. Вот так прям. Угу. Сейчас я вам насадку отдам. Давайте. Держите. Да, конечно, здесь оно все разбрызгало. Надевайте фартук обязательно и клеенку стелите, потому что можете замораться. Сейчас покажу, что получилось. Так. Вот такой кремообразный соус у нас получился. Надеюсь, я его до конца Добавим разбавлю. туда А, водички. еще водичку добавляем? Да. Кипяточек, да? Да. Ага. И будем сейчас его еще стягивать и добавлять сюда, конечно же, наш шоколад. О, еще и шоколад. Да, шоколадный сироп у нас Вау. идет вот сюда. Давайте мы его сейчас сюда поставим. И все. Вообще этот сам соус уже бомбический. Ну, Все, он уже готов, да? да. Ага. Ну как? В целом он готов? Напоминает чечевичный суп. Да. Напоминает чем-то, да. О, я могу попробовать, да? Наверное, всем видно, да, вот здесь вот какое. Сейчас мы его попробуем. Так. Ну-ка. Вот как сам повар дегустирует, вот прям вот аппетит разгоняет. Я на него смотрю, он прям такой вкусный. Сейчас я тоже захотелось попробовать. Необычный вкус такой. Плюс еще сейчас будет здесь шоколад. И, кажется, будет Обалдеть, просто бомба. как вкусно. Причем так посолено все вкусно. Жаль, вы не ощущаете вот этого вкуса. Девочки, вы соус. должны приготовить обязательно этот соус, честно. Этот соус полностью можете сказать, что готовили вы, Бахара. Обалденный соус, честно, мне прям понравился. Ну что, начнем? Такой яркий какой-то такой вкус очень у соуса. Он прям вот вроде как бы и соленый, в то же время в нем такие нотки сладкого, чего-то там присутствует. Это Да. вот сахар, оно все, потому что морковка, она получается тоже все салстиджа. Классно, супер. Сейчас вы добавите сюда шоколад и будет Прикольно. Сборы. Еще здесь сочетание, интересно, еще и шоколад добавляем, да, жидкий. А смотрите, вот, допустим, если в домашнем, допустим, вот в домашних условиях нет такого шоколада, Нет, какой не можно? именно такой. Несколько обычный сироп. То есть можно даже обычный Любой шоколад сироп, добавить, да, казахстанский, да? Так что, Можно его девчонки, тоже растопить. Ну, там надо просто понимать, что тот шоколад, он слаще. И его надо чуть-чуть понимать и поменьше. ну там по пропорциям, да, уже? Да-да-да, Мгм. да-да-да. Я тут с Азизом, видите, ассистирую его тоже, потому что он прям в работе с энтузиазмом работает, вот я ему помогаю. Забудь мой номер, забудь все наши встречи. Ты больше не ловер. Будете меня вытирать, я каждый раз буду видеть. Нет, ну я ничего здесь такого нету, что здесь такого, да, конечно. Мы же в работе, мы компаньоны. Конечно, мы команда. Да, Мы команда. Работаем в команде. Супер. И Так что, значит, если нету такого шоколада дома в домашних условиях, значит, можно добавить обычный шоколад. Конечно, А конечно. примерно консистенцию какую будем добавлять? сейчас будете добавлять и на вкус. Я просто Ага, на вкус. примерно не могу сказать. Это может быть, наверное, грамм 80. О, 90. ну, понятно, короче. Ну, чтобы она была не сильно сладкая, не сильно... Ну, тут у нас жидкий шоколад. Да, да. Ну, круто. Потому что у нас сейчас домохозяйки скажут, а если нет такого шоколада, я знаю, такой вопрос зададут. Да, и вот я вам лайфхак такой, да? От Азиза. Можно Ну, у обычный нас- шоколад? Да. Ну, у нас здесь все продукты, они, я бы не сказал, что прям такие сверх. Это все можно Ну да, все можно. Да, А так всё что доступно. можно приобрести дома? Все доступно. Супер. Ну что, делаем соус. Ага, теперь что мы делаем? Добавляем шоколад? И венчиком. Взбиваем, да? Да. Ну, можете вот тогда народный масло. Прям наливаю? Вот, девочки, смотрите, как я наливаю. Вот, Прям наливаю, вот, да? Вот, да. Вот. Ох, мы прям обильно, да, так его наливаем? Все. Ага. Теперь прям... Ага, вот так, прям вот так вот. Вот. С энтузиазмом, да? Да. О, запах просто обалдеть, я вам скажу. Он еще должен чуть-чуть стянуться. Вот так. Давайте я еще добавлю. У нас соуса здесь вообще на целую банду получилось. Не говорите, да, прям много получилось. Блин, как вкусно пахнет, это просто вообще жесть, я вам скажу. Руки осторожно. Я теперь добавляю, чтобы он стянулся чуть-чуть.
Я один раз дома устроила пожар, помню, мне было 17 лет, по-моему, решила я приготовить плов, и я перекалила масло очень сильно, и загорелся огонь. И я помню, ну что тогда я не понимала, что нужно делать. Я взяла туда еще и воду добавила, представляете? И говорю, вот мне, чтобы взять крышку просто закрыть, да? Я взяла туда, и у меня дома такой пожар был, у меня весь потолок, все, мама приходит, говорит, господи, это ж, ты такая вообще ужас, говорит, у меня вообще, я женщина-катастрофа себя называю, у меня все вокруг меня падает, все кипит, все, не знаю, всегда у меня, кстати, многие знают, кто со мной работает, музыканты, у меня всегда отключается аппаратура, вот всегда. Либо глючит что-то, либо что-то, я не знаю, начинает у меня там виснуть. Вот, и мама говорит, ты женщина-катастрофа, говорит, на меня. Я говорю, да, наверное, может быть, не знаю, с чем это связано. Вот, так что могу все спалить, все сжечь. Так что меня злить нельзя, такая, да? Вот. Женщина-феникс. Да, кстати, как же женщина-феникс, да. Возрождаемся, да? Супер. Так, теперь Классно. можем для вкуса вот это все сюда закинуть. чтобы оно Теперь мы прокалилось, туда прям, индейка, да, это у нас? Ага. да. Нет, это у нас утиное филе. Ой, утиное филе, все, извиняюсь. Чтобы оно тоже. Ну вы представляете, какой вкус будет обалденный, да? Она сейчас прям вот впитает вот этот весь соус в себя. Вообще. У Ну меня что, щас начнем самой прям собирать? слюнки потекли. Да? Что делаем? Так, собираем. Сюда, наверное, соберем салат. Ага. Так. Уже тарелка готова, да? Да. Сейчас я его вытеру. Давайте салат соберем у вас дома. Давайте. У меня дома, да? А горячий это у соберем вас, у меня дома. да? Хорошо, согласна. Тебе или ко мне? Мы не нарушаем границы, да? У нас у всех свои границы, да? Вот так. Так. Так, О. мы можем теперь его... Вот. Вы прям, наверное, угадали, да, все по моему вкусу. Цвет, все, и фарфор. А это тоже ваш вкус, это да? тоже мой любимый. да Мне вы чё? нравится зеленый цвет, я прям болею по нему. У нас прям логотип есть. Кстати, Что? да, Зелёный. у вас же логотип еще Ashfood. Ashfood, зеленый логотип. Да, кстати, круто. Так, Это не он только должен ваш кипеть, да? любимый цвет. Да, Это не только ваш любимый цвет. А, это еще и ваш любимый Это цвет? наш любимый Все цвет. тогда. Все, мы с вами компаньоны. Точно, все, тандем жесткий, короче, Всё. получился. Все. Так, теперь сюда мы. Значит, вот этот перец, который вот мы обжарили, добавляем в этот салат, да? Да, и Листья замешиваем. салата. Замешиваем. Так, сейчас давайте вот этим, да? Можете этим, да. Не солим, не перчим, да? Ничего не делаем. Нет, потому что все у нас есть в Собственно, вашем этом дрейсинге, который я добавляю. И вот этот соус, тунец, да, получается, Да-да-да, мы да. добавляем в этот салат. Да, это будет просто. Вау. Мы сейчас еще вот так сделаем, еще и сверху добавим. и Круто. будет вообще отлично. Вот, смотрите, И что специально для получается. вас. Ну все, надо дома такое приготовить. Ну, мне кажется, дома такое не приготовишь, блин. Вот захочешь, не знаю. Вот. А здесь как-то по-другому. С Азизом по-другому как-то да, готовится. Зовите меня домой. Зовите Азиза домой, да, и он вам Я с вами буду приготовит. готовить. Классно. И накормите зато. Да? Он вам приготовит, да? Да, я вам приготовлю. Вы меня Еще и накормите. настроение вам поднимет своей Да. энергетикой. Вот такой салат, смотрите, получается. Классный, да, какой? Обалденный. Все витамины. А запах такой от перца идет. Пушка, да? Ага, прям Да. классно. Теперь мы его сюда выкладываем, да, в тарелку? Да, тарелку. Ничего, сейчас. Видите, как мы аккуратно работаем? Тут же вытираем. Вот. Вот все. Выкладываем весь салат, да, здесь? Да. Чтоб прям в год такой классный. Так, а я пока... Пока листья вот выкладываем в тарелку. Так. Сейчас вся команда съемочная будет есть все это, да? Это нужно красиво выложить. Прям рассчитали, смотрите, как на тарелку, а? Да? Ну, это значит, вы очень хороший человек, не противный, да? Да? Спасибо. Когда с порциями так выходит, всегда же говорят, значит, хороший человек. Ну, приятно. Вот, смотрите, как четко прям пропорции у нас получились. Блин, надо было сейчас эти сюда выложить. Сейчас, секундочку. Наши помидорки, чтобы было видно. Вот так. Теперь... Ой, красота. Да. Так, вот такое у нас и дополнение. Вареное яйцо, да? Вау. Вот так мы это сделаем. И И, вот. конечно же, тунец. А, вот который вы Вау, Да, этот как тунец мы классно. разложим вот так.
Супер. Вот это салат офигенный, да? Ну все, ресторан. Ну чем не ресторан, блин? Мишлен. Вау. Аш-фуд. Ресторан. Зовите в гости. Хотите французский, хотите уйгурский, хотите узбекский, да, разных видов, да? Ну все, ребята, вы Вот. должны открыть ресторан. Вы прям обязаны открыть его. Кунжут, да? Иншалла, да. Кунжут мы прям делаем вот так отдельно. Красота! Вы только посмотрите, какая композиция. Смотрите, какой тунец классный. Сейчас вот так поверну его. Видите? Он еще такой полусырой, да? Да-да-да. Прикольно. Вообще обалдеть. Запах просто классно. Ну все. Я тоже такая, кстати, вот в музыке капризная. Вот я говорю же, что повара, они тоже своего рода это люди искусства. Вот, как вы оформляете, видите, вот мы тоже так же Творческие, песни, да, да, своего рода? творческий, да. Так что это тоже труд, это тоже творчество. Классно. Иногда Спасибо. наше просто творчество принимают за алкоголизм. Да нет. Ну вот я в музыке тоже очень Все критична. думают, что повара алкаши. Я не говорю, Да? Да. Кто так Такое- думает? Такие ассоциации, как, ну, типа, медики тоже, типа, много пьют. А, То есть, ну медики, ладно, я еще подумаю, но повара нет, мне кажется, да. Повара тоже С почему-то поварами часто нужно слышу. дружить, я всегда Да, говорю. С поварами нужно дружить. Они люди такие у нас, как таких называют, благостные, да, которые несут Благо, тепло, благо, тепло. вкус. Берекет, да, такая. Да. У поваров всегда дома есть продукты. Да. С ними никогда голодными не останешься. Всегда накормят. Так что так. Здесь он у нас... Кстати, сколько по времени он у вас получается томится? 20. Сколько уже пили? 20 минут. они, При да? открытой крышке, да? Да, Вот да, можно вот да, так да. его. Ага. 20 минут и готово, да? Да. Супер. Ну что, готовимся тогда к подаче. Ага. Там уже вас Теперь- будем собирать, там уже Давайте у меня все. У меня У комфортнее. меня начали, давай, у меня уже все закончим. У меня как-то уютнее, да? Потом ходить. Да, уже все. Свои, короче. В доску. Так, что мы делаем? Его теперь сюда выкладываем. Так, сперва, наверное, выложим Тарелка чистая. Все, Окей. классная. под гарнировку. Это у нас яблоки. Выкладываем сначала сюда. Яблоки, да? Давайте я сейчас выложу. Все, да? Да, все. Может, вы сами как-то хотели красиво выложить или что? Или я? Ну, мне как... Смогу, да? Ой, все красиво. Все. Да? Бахара делает Всё. красиво. Бахара делает красиво. Уху! Такая, да, все. Получилось. Так. В одном ряду, да, вот так вот выложу Слушай, да, прям. мы вообще Сейчас я вот так офигенно. сделаю, а там будет. Блин, вот этот соус тоже, мне кажется, надо сюда его прям выложить. Ой, вылить. Куда, сюда? Да, он Внутрь прям такой офигенный. Сейчас мы нарежем получился. утку. Можно вот этот соус здесь вот так сюда Да, налить да, прям? конечно. Вот так вот. О, Видно, да? Да, да. В камере сейчас покажем. Вот. Отлично. Да, слушайте. Вот, вот так вот. Выкладываем. Азиз, я вот смотрю, вы так классно готовите. Допустим, смотрите, вот сейчас у нас очень много девочек молодых, кто вот замуж только вышли, они не умеют готовить. Допустим, вот они захотят у вас купить ваш мастер-класс. Вы проводите вообще мастер-классы, обучаете Вообще, на учеников? самом деле, я очень люблю сам проводить мастер-классы. То есть вы проводите, да? Да. Мы Круто. проводим мастер-классы. Мы сотрудничаем с кулинарной студией разной, Ага. которые нас зовут. Мы проводим мастер-классы, так что вообще... О, ну, то есть девчонки могут к вам обратиться, да, запросто? От 12 человек и выше. О, он сразу цену Набираем. Да, 12 человек, да? Набираем 20 человек. человек, я такая цену, да. А 12 человек, то есть девчонки, кто хочет вот так вот изысканно научиться готовить по необычным рецептам, обращайтесь к Азизу, вот вам находка, блин. Пробуем. Что делаем? Дегустируем, да? Ну, конечно, с кульминационный Вилки ваши, момент. да? Держите, держите. Будем пробовать. Ну, как такую красоту не выбрать? Блин, После вас. после меня? Давайте. Так, я, наверное, утку, да, попробую? А у вас ножика нет маленького, да? Как его пробовать? Большой. Давайте большим, да? Вы можете большим своим ножиком. Точно, точно. Вы же на Да. Вот таким ножиком я буду сегодня пробовать. Да, такая. Сейчас я его хочу вот так вот немножко отрезать и попробовать. Утка прям такая мягкая, да? Она еще какая вкусная. Да? Да. И вот так вот можно? Вот так сделаю. Вот так вот сделаю, да? Как раз. Ну-ка, сейчас. Просто обалдеть. Очень Как вкусно.
Все. Вкусно? Я капец. Я прям это... Знаете, такой вкус необычный, шоколада, очень насыщенный. Это надо пробовать, это не опишешь, да, словами, вот, действительно. Блин, Азиз, вы супер повар, я вам скажу. Такое блюдо должны в ресторане включить. Обязательно в каком-нибудь из наших, да? Обалдеть. Очень вкусно. Утка очень такая, знаете, прям сочная. А вот этот соус, шоколад, он его прям раскрывает, да? Да. Вообще, на самом деле, утка. Сейчас я хочу яблоко попробовать. Вот это зира прям, да, вот интересное сочетание. Ну-ка, сейчас. Очень вкусно. Яблоко такое сочное, прям вот оно прям в соусе как будто пропиталось. В сахаре и да, с кислинкой, и зира, вот этот необычный вкус. Очень вкусно. Кстати, его можно и на салаты. То есть это яблоко. Можно и на салаты добавлять, будет очень вкусно. Очень вкусно. Обалдеть. Вот прям необычно. Вот как я люблю, кстати, в ресторане вот есть с ягодами. Здесь прям вот. У нас такой повар потрясающий. Мы сразу поняли друг друга с первого же раза. Ты угадала, что я люблю, да? Насколько я не такой едок, прям, ну мне прям это понравилось. Очень вкусно. Сейчас я хочу вот этот прям вот. Давайте вот этот тунец попробуем, да, с вами? Ну-ка, сейчас мы его разрежем. Прям вот здесь вот. Он полусырой такой еще идет. Давайте половину вам, половину мне, да? Давайте так сделаем. И вот этот вот соус давайте еще. Сейчас мы его попробуем. Так. Это пушка, я вам скажу. Вот это пушка. Прям очень вкусно. Прям вообще. Бахара. Салат честно, прям пожму руку повару. Действительно очень вкусно, честно. Прям вот я не от того, что здесь прям сама готовила вместе с Азизом, нет. А от того, что реально это прям действительно вкусно. Ну вы прям повар от Бога. Спасибо. Повар от Бога. Классно. Супер, мне понравилось, очень вкусно. Блин, так вкусно реально, да? Вот так? Нет, я такая, блин. Как будто уже камеру уже не снимает. Ребят, что хочу сказать. Утка, я вообще не особо люблю утку, но эта утка прям приготовлена вот в таком соусе. Здесь вот, вы же видели, мы добавляли ингредиенты, шоколад. Вот этот шоколад, он прям эту утку, я не знаю, раскрыл как-то по-другому. Яблоки, считаю, вот эта карамель, да, вот зира, прям вообще обалденное сочетание. И вот этот тунец с кунжутом, это вообще пушка, я вам скажу. Вы должны обязательно такое приготовить дома, блюдо, и ваши родные вам скажут спасибо благодаря Азизу. Похлопаем! Спасибо вам! Браво! Спасибо вам! И завершить хотел сегодняшнюю программу на веселой ноте. Как и начали, да? Поблагодарить вас. Спасибо вам, Бахара. Мы следим за вами. Я опять это уже третий раз, наверное, говорю. Спасибо, у вас выходит новый очень приятно. трек. Вообще, удачи вам, чтобы у вас в жизни было все пушка. Я вам даже в комментариях писал, чтобы у вас все было как у Анны Асти, чтобы было пушка. Просто все топ. Спасибо. Творческих успехов. Побольше песен классных. У вас вообще все песни классные, на самом деле. Спасибо. Но еще больше, чтобы Спасибо. все было круто у вас. Спасибо и, огромное. конечно же, от нас, вам, Вау. небольшой подарок. Вау, еще и подарки дарят. Вкусно кормят, еще и подарки дарят. Вообще Да, классно. приходите к нам, когда мы будем называть от нас еще такие бывают подарки. Это мне? вам, Вау, да. какой Это вам. букет. Так приятно. Я так люблю цветы, когда мне дарят, Конечно же, честно. наш фартук. О, вы прям Одевайте, такой- вспоминайте нас. Это прям мой любимый цвет. Это Ну не, ну ваш надо любимый же, да, какое попадание стопроцентное. И мое блюдо любимое приготовили, и мой фартук еще такого цвета, блин. Еще аж, фу, смотрите, у них какой логотип зеленого цвета. Зеленый, Вообще, да. хочу сказать, зеленый цвет это очень удачный цвет, у вас пойдет. Я вот вам как есть говорю. Спасибо. Спасибо большое за такой фартук. Что еще хотела сказать? Азиз самый активный мой подписчик, кстати. Я вот всегда вот восхищаюсь такими людьми, которые проявляют активность. Он мне всегда отправляет реакции. Я, кстати, замечаю, да, всегда да. и лайкает Спасибо. меня. Кстати, ребята, вот поучитесь у Азиза, блин, будьте такими активными. Проходите на канал, даже смотрите вот что-то, да, вот на ютубе, там вот это шоу, лайкайте, репостите. Я не знаю, поддерживайте наших, поддерживайте, побольше снимайте роликов, друг другу закидывайте, пишите комментарии. Причем, ну, действительно, ребята стараются, и я думаю, что от вас просто нужна отдача.
и ваше внимание, я так считаю. Еще раз хочу сказать вам спасибо, очень было приятно, спасибо, что пригласили, очень было приятно с вами работать, Азиз, вы очень классный повар, хочу сказать, у вас большое будущее, сохраните в себе вот этот позитив всегда, будьте всегда таким же позитивным, человечным, веселым парнем. Спасибо вам большое. Мне прям понравилось, честно, я прям зарядилась. Спасибо большое. Все, круто. Ну что, ребята, мы не говорим пока, мы говорим до свидания. До свидания, ждем ваши комментарии теплые.